В это воскресенье 28 декабря в 10 часов вечера по местному времени с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Согласно программе полета, отработанные элементы ракеты должны упасть на территории Республики Саха. В связи с этим временный контроль и наблюдение вводятся сразу в 4 улусах – Алдаанском, Алюкминском, Вилюйском и Верхневилюйском. Министерство по делам ГЭО призывает жителей в день пуска отказаться от поездок в удаленные лесные массивы. Власти объясняют временные ограничения передвижения тем, что, дескать, таким образом обеспечивают жителям безопасность. Одновременно руководство Роскосмоса заявляет, что угрозы для населения нет. По их версии, ступени ракеты не содержат гептила, работают на кислороде и керосине и не представляют экологической опасности. Однако эта позиция напрямую противоречит тому, что уже фиксировалось в республике ранее. В 2014 году жители Вилюйского Улууса заявляли о загрязнении местности после падения ступени ракет и связывали это с ухудшением состояния окружающей среды и ростом заболеваний. Эти жалобы получили широкий общественный резонанс и освещались федеральными и региональными СМИ. В том же 2014 году якутские экологи из организации «Общественный экологический центр» опубликовали исследование ракетно-космического центра «Прогресс», в котором учеными был прямо указан риск загрязнения территорий компонентами ракетного топлива, такими как гептил. Экологи сделали однозначный вывод о недопустимости эксплуатации якутских земель в качестве районов падения ступеней, учитывая, что на этих территориях постоянно проживают люди. С тех пор прошло более 10 лет, но подход властей не изменился. В день пуска жителей просят на всякий случай не выходить в лес и приостановить хозяйственную деятельность, при этом публично настаивая, что никакой опасности не существует. Логический разрыв между этими заявлениями и реальными ограничениями по-прежнему остается без ответа.